Сегодня в Ниренгринском районе стартовал чемпионат России по хоккею с шайбой зоны Сибири и Дальнего Востока. На связи с Ниренгри находится наш корреспондент Екатерина Павлова. У нее все подробности. Екатерина, вы в прямом эфире. Пожалуйста. Да, Влад, в играх чемпионата России по хоккею шайба среди юношей зоны Дальнего Востока участвуют 6 команд. В Южную Якутию прибыл хоккейный клуб «Адмирал» с города Владивосток. Здесь пройдут 3 матча игр. Сейчас с нерюнгринской командой «Энергии» завершился второй период. Счет первого периода был 1-1. Во втором периоде кипели нешуточные страсти. И сейчас счет у нас сравнялся 4-2. Рядом со мной сейчас находится президент Федерации по хоккею Ниренгринского района Сергей Суворов. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, я понимаю, страсти не шуточные, мы следим за игрой. Скажите, пожалуйста, какова значимость этого события для Ниренгринского района и какова готовность к этому? Ну, я могу сказать следующее, что это не только для Ниренгринского района значимый турнир. Это впервые, наверное, за последние 30 лет проводят чемпионат Дальнего Востока среди юношей с разъездами. В нем принимает участие наша команда. В прошлом году такой турнир уже был. Но был туровый, команды ездили в разные города, там собирались, играли туром. Ну, то есть 6 команд в одном городе собирались. Сейчас это все с разъездами. Вот сейчас мы принимаем команду «Адмирал». Идет упорная игра. Конечно, нам тяжеловато приходится. Состав у нас не оптимальный на сегодня. Многие игроки после прошлого сезона были отпущены почему-то руководством детской юношеской школы в другие города. Но стараемся и будем стараться. Надеюсь, что победим. Мы тоже надеемся, будем следить за играми. На этом у нас сегодня все. Влад. Спасибо, Екатерина. Я напомню, на прямой связи со студией из Ниренгринского района была наш корреспондент Екатерина Павлова про старт чемпионата по чемпионату России по хоккею зоны Сибири и Дальнего Востока.